дети, которые находятся под опекой. Мы с этими детьми часто контактируем, потому что мы их в школах навещаем, мы очень часто проводим мероприятия. Такое больше не должно повториться. Жестокое обращение с Аишей стало поводом для проверок всех компетентных органов. Подробности через несколько секунд. Дед военный, отец, все братья военные. Я тоже решил поступить, посмотреть, попробовать это. Родина в безопасности. За их плечами годы отличной учебы в престижных военных вузах страны. Расскажем о чествовании выпускников в Магасе. Есть некая грань между информированием и агитацией. И многие представители средств массовой информации эту грань иногда переходят. Не агитировать, а информировать. Равные условия для всех кандидатов на выборах. В избиркоме прошла встреча со СМИ. Планируется проложить около 300 метров дорожного полотна, а также установить бордюрный камень и дорожные знаки, чтобы создать горожанам максимально комфортные условия. Современные условия жизни для горожан. Программа «Комфортная городская среда» в действии. На очереди улица Асканова в Карабулаке. На базе 9 группы уже набраны на сегодняшний день. Туда мы уже не берем документы. А прием продолжается на базе 11 класса. И абитуриентам на заметку. Назрановский политехнический колледж ведет прием документов. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. У 7-летней Аиши Ажиговой наблюдаются улучшения в левой руке. В правой же нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Арашаля. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет, что важно для определения уровня ампутации. Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки, сообщают в пресс-службе клиники. В настоящее время лечением занимаются реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты. Напомню, девочку доставили в детскую больницу Назрани 4 июля с множеством травм. Затем ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Арашаля. По решению суда тетя избитой девочки арестована на 2 месяца. Именно ее подозревают в истязаниях ребенка. Такое больше не должно повториться. Вопиющий случай, связанный с жестоким обращением с маленькой Аишей, стал сигналом к действию и поводом для проверок всех компетентных органов. Ранее сообщалось, что следственные органы проверят работу участкового врача, курировавшего участок, где проживала Аиша, и органов опеки. А по поручению в РИО главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова специалисты участковой социальной службы города Назрань провели проверку в семьях, где воспитываются приемные дети. Комиссию сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Жаредат Халухоевой. Вот девочки здесь живут. Амина и Джанет, подопечные девочки. С бабушкой проживают. Вот. Все условия для содержания, проживания для детей есть. Жилищно-бытовые условия подопечного и санитарная гигиена – первое, на что обращают внимание специалисты участковой социальной службы. Семья Арсхановых, которая находится под наблюдением органов опеки, благоустроили свой быт. А значит, приемным детям жить здесь удобно и комфортно. Вопросов к опекуну на этот раз оказалось немного. Где спят, что кушают. Детям нравится, да? Опекунство над детьми Людмила взяла 2 года назад. Тогда она потеряла дочь и зятя, но приобрела 2 замечательных детей, воспитание которых, как делится женщина, дает лишь радость и продлевает жизнь. Бабушка, брат и двоюродная сестра, над которой Люда также взяла опекунство, по воле судьбы стали самыми родными людьми друг для друга.
На таких проверках специалисты участковой социальной службы и органов опеки в первую очередь напоминают опекунам об условиях для подопечных. Чистота и уют в доме – самое первое, что бросается в глаза при посещении семьи. А также обязательно следить за школьными успехами детей и их здоровьем. С этим у брата и сестры все отлично, уверяет бабушка. Они учатся только на отлично, не доставляют хлопот и всегда идут на помощь. Я же учился в школе, бадик лес. Хоз класс ничего, массаги, анках валит, ничего, и говорит, это ладусов. Усдар дакаган, аншан гужу положение каган, даду буди хабуди дерги агадакер. Созданными возможностями обеспечить потребности подопечного для эмоционального и физического развития социальные службы остались довольны и в следующей семье. 6 лет назад 2 брата и 2 сестры Богатыревых потеряли мать, а отец находится под арестом. С тех пор опеку над детьми взяла родная бабушка. Потом Романа. уже 6 класс тачвер. Сахибет хада. Пошли ахамие. Сагр хамди алиеш хамдас да калутец. Да хажу до вахт ваштель. Инициировал такую тотальную проверку всех ведомств, уполномоченных вести контроль над приемными семьями в Рио руководитель региона Махмуд Али Калиматов. Вопрос стал закономерным после случая жестокого обращения 7-летней Аиши Ажиговой. Чтобы такого больше не повторялось, в Рио главы Ингушетии поручил в дальнейшем досконально изучить и провести мониторинг качества жизни приемных детей в республике. Вы должны владеть информацией, сколько детей, где они проживают, статус родителей, зарплата родителей, социальная помощь какая-либо получается, не получается, в каком они в здоровом виде, нездоровом виде, то есть, может быть, они ограничены способностями или что-то еще, может быть, им ранец не хватает в школу пойти, или на каникулы никуда их не вывезли, или путевку им надо дать или не дать, здоровье у них плохое, хорошее. То есть вы про детей должны знать, как мать знает про своих. Для этого и есть. Если вам не хватает людей, я вам добавлю их. И я должен знать всю картину, полностью, состояние опекунства в республике. Только в Назране таких детей насчитывается порядка 150. Все они, как и полагается, находятся в списках особого контроля соцотдела. С ними периодически работают соцработники, органы опеки и сотрудники по правам несовершеннолетних. Мы в год 2 раза выезжаем в семьи. Если поступил какой-то сигнал, какая-то там такая надобность, мы выезжаем и чаще. Дети, которые находятся под опекой, мы с этими детьми часто контактируем, потому что мы их в школах навещаем, мы очень часто проводим мероприятия. В этом году у нас было 5 мероприятий. Мы водили детей в цирк, на концерт, было мероприятие, посвященное 1 июня и так далее. Мы видим детей, они приходят к нам со своими опекунами. Видим, как они одеты, обуты, и общаемся и со школами. Проверка социальных служб продолжается при выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения законных прав подопечного. В отношении опекунов будут выписаны акты, а детей могут и забрать из семьи. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. К другим новостям. Защиту Родины они ставят превыше собственных интересов. Десятки выпускников высших военных учебных заведений России собрались сегодня на торжественном мероприятии, организованном в честь них. В Магасе прошло шествование курсантов. Они не только достойно представили честь республики среди российских курсантов, но и получили блестящие знания и навыки военного дела. В честь молодых лейтенантов был организован праздничный концерт и награждение отличившихся. Репортаж Амины Боковой. Года напряженной учебы, а для кого-то и 5 лет нарядов, построений и строевой подготовки позади. У офицеров, как и положено выпускникам, начались каникулы. Отпуск, который большинство из них проведет в сборах и переезде на новое место службы. Так что сегодня один из немногих дней, когда защитники Родины могут выдохнуть и позволить себе немножко расслабиться, станцевать лезгинку и послушать любимых национальных исполнителей. Тем более, что многие из ребят еще не скоро вернутся на родину. В зале
зале почти вся будущая нынешняя военная элита Ингушетии. И пусть размеры и количество звезд на погонах у всех приглашенных разные, но, пожалуй, только здесь и сегодня можно ненадолго забыть о субординации и выступление старшего по званию слушать сидя. Я, как офицер, как военный комиссар, горд вами и надеюсь, что ваши фамилии будут всегда сопутствовать, приходить именно в военный комиссариат благодарственные письма, отзывы о вашей службе. Далее собравшимся зачитали приветственный адрес в Рио главы Ингушетии. Отрадно, что в российской армии среди тех, кто верно служит своей родине, кто готов в любую минуту встать на защиту интересов страны, становится все больше представителей нашей республики. Сотни наших ребят ежегодно поступают на военную службу по контракту и достойно представляют нашу республику. Количество поступающих в военные училища растет из года в год. Защита Отечества была и остается священным долгом каждого из нас. Армия учит собранности, достижению поставленных целей, умению не пасовать перед жизненными трудностями. Для тех, кто находится сегодня в этом зале, это не просто воинский долг, это призвание, жизненный путь. Пойти по стопам знаменитых земляков и зарекомендовать себя на военном поприще настоящим патриотом и профессионалом. Задача, которая стоит перед молодыми людьми. Ради нее Руслан Гагиев и выбрал погоны. Выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища имени Маргелова. Готовится к службе по распределению. Задачу офицер себе уже поставил – вернуться на родину уже в звании генерала. Самое сложное было это привыкнуть к распорядку дня, к режиму, так как когда ты дома, тебя не заставляют просыпаться там в 6:00, бежать на зарядку. Ну, далее прием пищи, вот это все, надо придерживаться всего распорядка дня и необходимо быть дисциплинированным. Число наших земляков, которые обучаются в военных заведениях страны, с каждым годом только растет. В зале воспитанники вузов Минобороны, которые готовят кадры для МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС. Среди новоиспеченных офицеров немало и потомственных военных. Отец майор и братья старшие лейтенанты. В такой семье и думать не пришлось над будущей профессией, рассказывает Усман Загиев. Молодой офицер, выпускник Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева. Новосибирский военный институт – это один из лучших институтов среди Росгвардии. Туда поступить не очень легко, могу сказать, даже наших земляков там где-то 4 или 5 всего лишь. Находится тоже в престижном городе Новосибирск. По распределению я попал в Приволжский округ пока по распределению и в Нижний Новгород, а там уже будет распределение, как получится. Если многие из присутствующих ребят только начинают свою военную карьеру, то подполковник Казбек Цычоев получает очередное высшее военное образование. На этот раз в Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе. В 2017 году курс учебы предусматривает обучение, двухгодичный курс обучения на очной форме, где я как военнослужащий Росгвардии, у нас там факультет есть свой Росгвардии, Академия вооруженных сил, у нас факультет Росгвардии, и нас обучают там 7 дисциплинам. Хотел бы сказать, что данные вузы окончили наш первый глава республики, генерал Аушев, также окончил ее генерал-лейтенант Евкуров, окончил данное учебное заведение. И вот мы продолжаем их путь, пытаемся продолжить, показывать свои знания, умения, чтобы не отставать от них. И все преподаватели, кто там находились, помнят генерала Евкурова и помнят генерала Аушева. Их преподаватели до сих пор там преподают. Самый приятный момент встречи. Отлетевшихся в учебе офицеров награждают грамотами в Рио главы республики. Завершают встречи традиционное памятное фото. Амина Бокова, Юсуп Елисханов, Магомед Даскиев, Султан Булгучев. Новости 24.
67 дорожно-транспортных происшествий произошло в регионе с начала года, в которых погибли 24 человека и 106 получили ранения. Итоги работы за первое полугодие 2019 года подвели в региональном управлении ГИБДД. Там прошло оперативное совещание. С докладом выступил в Рио начальника управления Дмитрий Колчин. Так, по данным регионального УГИБДД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 40%. С участием детей с начала года произошло 6 аварий, в результате которых пострадало 8 несовершеннолетних участников дорожного движения. Наибольшее число ДТП зафиксировано в Сунжинском районе и Назране. На тысячах гектарах сельхозугодий Ингушетии идут уборочные работы. Пшеница, овес, ячмень, рожь. Жатва зерновых проходит без технических сбоев. Вот только погода временами подводит своим непостоянством. Тем не менее, аграрии пытаются успеть в срок и собрать максимум урожая. О том, как проходит жатва в ГУПе Карабулакской и какого урожая ждут аграрии, узнаем из сюжета Идриса Ижиева. Погода этим летом испытывает не только жители, но и сельскохозяйственные культуры. Аномальную жару сменяют обильные дожди с грозами. Но пшеница на полях ГУПа Карабулакская после недавних осадков подсохла и успела снова подняться, а значит время собирать урожай. В данный момент уже полностью. Каду ахчи эзлатыжлар. Мук 300 гектар, мук бар 300 гектар мук бар. Но валовый выход 660 тонн алар тазыдыр. Расчетым яртха бадряч кез дука хугмия, но и погоду кез дуктада то зынзыр то аяк то мхетра халнзыртха. Расчет кез дука хугиян хезждартха. 22 центнера с гектара халыр ячмень. Ика где-то 25-26 хол с гектара. Аграрии делятся. Вовремя не скосив зерно, его можно просто потерять. В сложном процессе под руководством тружеников работает и техника. Машины идут одна за другой. На поле вывели несколько КАМАЗов и 2 современных комбайна. Комбайн Полесье способен скосить свыше 20 гектаров в день. В такую жаркую погоду кондиционер – настоящее спасение. К слову, он здесь есть, а также электронное оборудование и мягкое кресло. С такой техникой закончить жатву в срок труда не составит. Аслан Сагалов механизатором трудится не один десяток лет. В ГУПе Карабулакская уборку без Аслана не могут даже представить. Интерес к земельному труду зародился еще в детстве, когда помогал отцу. Поэтому решил внести в свой вклад в развитие фермерских хозяйств. В этом ГУПе он трудится уже 4 года. Убираем пшеницу. Погода хорошая, пшеницу. Стараемся, собираем хлеб. Ну, за сегодня я, может, скосил около 20 гектаров. И намолотил где-то около 15 тонн зерна. Все богатство ГУПа Карабулакская – более 1000 гектаров пахотных земель, на которых растут кукуруза, подсолнух, горчица. Больше 600 гектаров занимают озимая пшеница и ячмень. По планам аграриев, пшеничную страду в ГУПе завершат в считанные дни. Чтобы не терять время, в хозяйстве уже сейчас начали подготовку полей под будущие посевы. Дискование 300 гектаров после уборки ячменя планируют закончить в ближайшие несколько дней. Мы уже занимаемся. Вот те дальние поля дисковать дождок. Уже идет, только вот успели убрать, уже идет подготовка к посеву озимых. Азиму посеять, уже дисковать дежь, лят кештеш доктор. Ханашля погода как раз позволяет дежи, лишний хаяй гуатиш, уже подготовишь доктор. Азиму здесь. Каким в итоге выдастся урожай, судить пока рано. Прогноз – дело неблагодарное, говорят аграрии. Но все же надеются, что он будет не хуже, чем в прошлые годы. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Как не пересечь границы дозволенного и где та черта между информированием и агитацией в предвыборный период? Обеспечение равных условий для всех кандидатов должно быть в приоритете и стоять во главе угла. Этот вопрос поднимался сегодня в региональном избиркоме. Грядущие выборы дают этой теме все большую актуальность. На встречу пригласили представителей средств массовой информации в целях обсуждения темы правильного доведения информации до населения. Слово Диане Дударовой.
8 сентября пройдет единый день голосования, где смогут принять участие около 56 миллионов россиян. В этот день в регионе будут избираться депутаты в органы местного самоуправления. Голосование пройдет во всех муниципальных образованиях, кроме города Сунжи и сельского поселения Бени. Закинуть избирательный бюллетень в ящик для голосования участники смогут на 128 участках. Освещать детали выборной кампании и просвещать население будут средства массовой информации. Порядок и условия участия в выборах телекомпаний, печатных и сетевых изданий уже более подробно обсуждаются на семинар-совещании в избиркоме республики. Присутствующие отметили важность взаимодействия представителей СМИ и членов комиссии с целью информирования избирателей и других участников выборов о ходе избирательной кампании в каждом муниципальном образовании, а главное – объективного доведения информации и работы СМИ в рамках правового поля. Основной закон для избирательной системы – это закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Именно по этим выборам специальный закон о муниципальных выборах в Республике Ингушетия. Естественно, ваш закон, закон о средствах массовой информации, федеральный закон. Есть закон о политических партиях и ряд других законов, которые тоже регулирует часть вот этих требований. Агитационный период для СМИ начнется с 10 августа и завершится 6 сентября. Один из главных вопросов совещания – грань между информированием и агитацией. Информационные материалы, размещаемые в СМИ, не должны нарушать равенство кандидатов, отмечают на встрече. Также обязаны обеспечить равные условия для проведения предвыборной агитации зарегистрированным избирательным объединением и кандидатам. Есть некая грань между информированием и агитацией, и многие представители средств массовой информации эту грань иногда переходят. Речь идет о том, что подача информации, информирование избирателей должна быть именно той, чтобы не было предпочтения кому-либо из кандидатов или избирательных объединений. Особое внимание уделили и вопросу фото- и видеосъемки на избирательных участках. Представитель СМИ обязан информировать членов избирательной комиссии и других лиц о проведении аудио, фото- и видеозаписи. Также соблюдать правила ведения съемки в соответствии с федеральным законом во время голосования и при подсчете голосов. То есть не создавать препятствия членам избиркома и избирателям на выборах. Нам всем очень важно каждый шаг, который мы предпринимаем, делать в соответствии с действующим законодательством. И если есть малейшие сомнения в том или ином вопросе, а иногда даже если его нет, лучше перестраховаться, согласовать этот вопрос с избирательной комиссией, либо республиканской, либо территориальной, и чтобы не допустить в дальнейшем оплошности, потому что я не говорю даже о крупных просчетах, даже мелкие ошибки будут подсвечиваться, распространяться, будут прилагаться максимальные усилия для того, чтобы дискредитировать, либо вовсе сорвать эту избирательную кампанию. Присутствующим представителям СМИ вручили памятки о правилах и порядке деятельности в период выборной кампании. О любых нарушениях на избирательных участках, в том числе со стороны представителей средств массовой информации, избиратели могут сообщить по телефонам горячей линии или на страницах избиркома в социальных сетях. Диана Дударова, Рахман Суров, Новости 24. Ингушетия в списке регионов, где планируется рекультивация мусорных свалок. Правительство России на эти цели направит более 6 миллиардов рублей из федерального бюджета. Напомню, в 2019 году планируется завершить рекультивацию в 8 регионах на 33 объектах, в том числе на свалках промышленных отходов. На сегодняшний день в этом списке значатся Ингушетия, Брянская, Московская, Новгородская, Волгоградская, Челябинская области, Чечня, Кабардино-Балкария. В нацпроект «Экология» входят подразделы «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, чистый воздух, чистая вода и другие. Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить более 4 триллионов рублей. Чистые, освещенные и просторные улицы, удобные детские площадки с зонами отдыха для родителей. Лучшие условия для горожан дает и реализация программы «Комфортная городская среда». Это около сотни благоустроенных территорий по всей республике. Реализация продолжается по сей день, в том числе и в Карабулаке, где совсем недавно началось благоустройство улицы Асканова. Активное участие принимают сами жители. Слово Тамаре Хашагульговой.
На улице Асканова-Нефтяная начался первый этап реконструкции дороги. Учитывая пожелания жителей и существующее положение объекта, планируется проложить около 300 метров дорожного полотна, а также установить бордюрный камень и дорожные знаки, чтобы создать горожанам максимально комфортные условия. Жители будущим преобразованием рады. Дорога долгое время была, образно говоря, в убитом состоянии и нуждалась в капитальном ремонте. Собственных сил и средств на это у жителей не хватало, поэтому они охотно согласились принять участие в голосовании, которое проходило в рамках программы «Комфортная городская среда». Ахмед Дудургов живет на Асканово уже 23 года. Он один из тех, кто решил внести свою лепту в благоустройство родной улицы. Вместе с другими жителями вносят свои предложения надзорные комиссии, чтобы здесь стало максимально комфортно. Мы живем на этой улице с 96 года. В 96 году вот эта улица, она была перекрытая. Грузовой автотранспорт, для них движение было ограничено. В данном случае, на сегодняшний день, эту дорогу опять открыли, тут ездят все КАМАЗы и так далее и тому подобное, вон на таможня. Мы, как местные жители, хотели бы попросить ограничить для них движение в силу того, что тут и школа, и дети. Сейчас, ладно, летний период, детей нету. Вот это асфальтное полотно, оно просто-напросто испортится в никуда со временем. За благоустройство улицы принялись пару дней назад. Сейчас рабочие трудятся над подготовкой основания под будущее асфальтовое покрытие. Они утрамбовывают и выравнивают землю, а также устанавливают бортовой камень. Погода комфортная, поэтому работу планируют завершить в сжатые сроки. Выехать ух перекрест, который 290 метров протяженности, он у меня промысловая улица откачивался. Ширина ялх метре. По факту от бордюра до горячей 6,20 хулу надо, он бордюр шо. Вот и ато халер хаджатар да вот. Оз асфальт биха и никто биха борт уйрт бахшни ах оз ди биш ихи дешер учреждение жох цаши оз хаух бирште родители что он не целую дорогу, ник биха халера. Сбахандол же по результатам интернет-голосования объекты же ухшарич программа их котлеях кайр включить аукцион провести котяне уже подрядная организация шиболда булбе кичм белхиж дежбир. Чтобы процесс проходил слаженно и без нарушений, за всем следит строгая комиссия из числа местных депутатов и единороссов, которые как раз и курируют реализацию проекта, в рамках которого начато благоустройство. Это пока первый объект, который начат. Мы сейчас в данное время осуществляем контроль, мы выслушали мнение жителей, общественности и в дальнейшем будем учитывать их мнение и совместно с администрацией, чтобы эта работа проводилась так, как следует, чтобы это действительно было удобно для и жителей города, и для гостей города, и чтобы все выглядело как должным образом. Это не единственная улица, что благоустраивают в Карабулаке. До конца года планируется охватить порядка 5 общественных территорий города. Охшерца программа Алярхайл улицы же Аскановые от рабочей до промысловой, нефтяная от Джабагиева до Градусовой, нефтяная улица Банку Алжмотики, Хальшкер с парковочной зоны, Азангер, Цигер с парковкой расширить геосик банки, Хабяхкаш наха, и школе Бирж дуалдыш буаш наха, дихан Ахасала метик хугелыш, Циг зоны отдыха еве запланированы. По Асканово от импульса Алцоди, Комарова, Асканова, пересечение Елчера, а 4-я школа, откачивалось уличное освещение Яцерве, у программы уличное освещение Гелжи, улица Заводская, отсюда протяженность улицы тротуар Бацер, тротуар был жлерхада. Совсем скоро Асканово и ряд других улиц, вошедших в программу, будет и не узнать. Все трудности, связанные с ямами, колдобинами, отсутствием освещения, пешеходных переходов и тротуаров, для горожан останутся в прошлом. Тамара Хашагульгова, Рахман Цуров, Новости 24. Ну а в Магасе до конца 2019 года будет открыт новый туристско-рекреационный кластер «Шелковый путь». В него войдут гостиницы, рестораны, магазины сувенирной продукции. Кластер будет представлять большой крытый комплекс. Как отметили в администрации города, все специалисты, которые будут в нем работать, пройдут сначала профподготовку. Воспитанницы Назрановского гимнастического клуба «Волна» произвели настоящий фурор в Лондоне. Гимнастки выступили на международном турнире по художественной гимнастике, завоевав на двоих 6 медалей различного достоинства. Амалия Цароева и Лиза Полонкоева взяли 3 золота и 3 серебра в различных номинациях. Отметим, что 8-й международный турнир проходил в столице Великобритании с 6 по 7 июля. В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из 13 стран мира.
Как правильно перезахоронить останки советских солдат? Возможность получить целый ряд новых теоретических знаний, необходимых на практике, не упустили ингушские поисковики. Представители поискового отряда «Алханчурская долина» приняли участие во всероссийском слете поисковиков, проходившем в Татарстане с 4 по 7 июля. По приезду участников чествовали в родном Сузе. Диана Дударова расскажет подробнее. Поисковики Алханчурской долины уже вернулись с незаменимым опытом. За короткий срок обучающей программы ребята значительно пополнили багаж знаний. Научились правильно оформлять документацию, работать с архивами, заниматься эксгумацией археологическим путем. Активистам в стенах топливно-энергетического колледжа вручают сертификаты. Алисхабов Тажудин Амирханович. Поисковый отряд «Алханчурская долина» создан на базе топливно-энергетического колледжа. Всероссийский слет поисковых отрядов проходил в Татарстане. Ребятам объясняли, как работать на сложных участках, рассказывали о правильных действиях при обнаружении горючей смеси, взрывоопасных веществ, гранаты. А вот ответственная миссия капитана отряда была возложена на Хусейна Ченхоева. Признается, что ребята его были дисциплинированные и ответственные. Где мы приняли участие в разных мероприятиях, соревнованиях. Присутствовали на лекциях, на познавательных лекциях, приняли участие по практике, по раскопкам. Ребята были послушны, выполняли приказы, участвовали так же, как и я, заходили на мероприятия, на лекциях, присутствовали, задавали вопросы, также мы отвечали на вопросы. За 4 дня обучения поисковики не только набрались профессиональных навыков, но и повысили уровень коммуникабельности. На слете они познакомились с представителями других регионов. На одной площадке встретились поисковики от 18 до 30 лет, опытные и новички. Организовали поездку и подготовили студентов региональное поисковое движение совместно с руководством колледжа. Такие мероприятия, они планируются и в Москве. Поисковое движение России, он является инициатором вот таких масштабных мероприятий. И когда пришел вызов на мое региональное отделение, я вышел на директора колледжа, топливно-энергетического колледжа имени Цурова Мустафу Тугановича. И я ему сказал, вот такая заявка поступила, в состоянии ли мы направить. Ну, мы там немножко поднапряглись. Он нашел такую возможность, средства, и мы одели ребят, обули, снарядили, но это не просто поездки, их надо палатки им сделать, спальные мешки, много чего, снаряжение, чтобы они были похожи действительно на поисковиков. Словом, наставники ребятами довольны и считают, что программу обучения освоили успешно. Всего регион представляли 17 человек. Эту команду составили не только ингушские поисковики. Изъявили желание присоединиться к ним активисты из поискового отряда «Кавказ» города Хасавюрт. Республику Дагестан представили 8 человек. Служу поисковому движению России. Сами ребята довольны совместной работой с ингушскими поисковиками и надеются, что это станет не последним товарищеским участием в выездных мероприятиях. Нам предоставилась честь съездить именно с вашими студентами, с вашим поисковым отрядом «Алханчурская долина». Ребята показали себя молодцами. На форуме, на семинаре очень хорошо старались как могли, сделали многое. О них осталась хорошая память в Республике Татарстан. Руководство семинара, слета поискового движения попросило меня лично поблагодарить вас, Беслан, за такую прекрасную команду. За время прохождения практики ребят обучали не только правильной эксгумации, но и дисциплине. Подъем в 7 утра, зарядка, плотный завтрак и уже с 9 часов лекции, где до обеденного перерыва ребята осваивают теоретические знания, а после практические занятия. Им показывают, как доставать из братских могил. Допустим, есть братские могилы, тогда там 2-3 человека бывает, и со временем их бывает очень трудно достать оттуда для перезахоронения. И вот им показывают, как это с ювелирной точностью надо обращаться с костями, которые надо оттуда забрать, взять и перезахоронить. И все это там они проходили на практике, их обучали этому. Эта поездка сплотила в общем деле поисковиков 2 республик. После вручения сертификатов этот день ребята решили запечатлеть на памятной фотографии.
Словом, полевая жизнь и суровые условия ничуть не спугнули поисковиков Аханчурской долины. Напротив, с нетерпением ждут следующие поездки, о которой более подробно уже говорят в кабинете директора. Совсем скоро ребята должны выехать в Карачаево-Черкесию на еще один обучающий семинар, а после на международный форум, который пройдет в Каспийске. С такими усилиями и рвением к получению новых знаний велика вероятность, что оставшиеся неизвестные солдаты, павшие в годы Великой Отечественной, будут наконец найдены и перезахоронены. Диана Дударова, Рахман Суров, Новости 24. Информация для абитуриентов этого года. В Назрановском политехническом колледже с 20 июня ведется прием документов. На выбор представлено 3 специальности, всего 120 бюджетных мест. О требованиях приемной комиссии, сроки подачи документов, необходимых баллах ЕГЭ для поступления в СУЗ расскажет Мака Дударова. Апти Додов после 9 классов решил влиться в число студентов. Выбрал нефтяное направление, собрал все необходимые документы. Правда, в Назрановском политехническом колледже по такой специальности не обучают. Абитуриент не опускает руки. Профессию выбрал еще в детстве и отказываться от своей цели не собирается. Нефтяное отца без маханып элчи, агархал багдад дитчи, алпи дуахты царт ахка. Ах, чё интересно, чё заманчивый был бы. Она лет колорас хад вахаж сумпер работ кеждук хамлил до цунзани. Ах, хауз дишамян чё ты ашка был от шоужу, да тигр повышение жёж дальше давут. В этом году для абитуриентов в СУЗе предусмотрено 120 мест. Приемная комиссия начала свою работу с 20 июня. На 2019-2020 учебный год колледж набирает абитуриентов на базе 11 классов по следующим направлениям. Это преподавание в начальных классах, прикладная информатика и дошкольное образование. На базе 11 классов преподавания в начальных классах там 30 мест на очном и 30 мест на заочном отделении. На коммерческой основе берем на базе 11 классов преподавателей начальных классов. На заочном отделении 30 мест. В поступлении в СУЗ есть свои плюсы. Будущему студенту не придется переживать, хватит ли ему баллов по ЕГЭ для прохождения. Тем более Назрановский политехнический колледж решил в этом году дать шанс абитуриентам после 9 классов. Приемная комиссия набирает студентов на коммерческой основе по 2 направлениям. Преподавание начальных классов и прикладная информатика. На базе 9 класса мы брали 2 группы по 30 мест. Значит, 30 мест на преподавателя начальных классов и 30 мест на прикладную информатику. На базе 9 группы уже набраны на сегодняшний день. Туда мы уже не берем документы. А прием продолжается на базе 11 классов. Прием документов продлится до 10 августа. Он ведется, учитывая оценки в аттестате. Если баллы у нескольких абитуриентов по количеству совпадают, то за основу берут профилирующие предметы. Мака Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.